Ну вот сейчас идет запись, и я хочу официально начать занятие. Наше это первое занятие по изучению хакасского языка в интернете, дистанционное обучение. Я пытаюсь эти занятия построить для того, чтобы, может быть, кому-то это будет полезно. Ну, в первую очередь, конечно, тем, кто желает начать говорить. Ну, давайте сначала технические настройки вот начнем. Я буду называть по именам, а вы будете, в общем, говорить что-нибудь, да, произносить. Вот давайте. Redmi. Слышно, нет, Redmi? Оксана меня зовут. Не слышно. Алло, давайте так, я буду говорить по именам, потому что вот нас тут 6 человек. Если мы все начнем говорить, то будет, ну, в общем, сумбур будет. Давайте начнем. Redmi. Слышите меня, нет? Слышу. Хорошо. Вы меня слышите? Да, я вас слышу. Все, так мы определились. Можно лечить. Так, короче говоря, я буду отключать тех, кто будет вести некорректное... Давайте Сергея Шабанова исключим. От него звуки посторонние слышно. Побалуй свою кошку. Так, ну ладно, давайте, да. Блин, как... Да, ну, в общем, ну, ситуация такая, тоже надо с людьми уметь общаться. Я не часто, ну, в общем, такие ситуации не всегда, наверное, будут встречаться, но будут, видимо, приходить люди, некорректно будут общаться с народом. Ну, в общем, с Redmi мы определились, звук слышен, видео можете сами подключать или не подключать. Так, Евгений Тадар, вы, по-моему, меня слышите нормально? Да, все хорошо слышно. Так, Galaxy A50, слышите меня? Так, дальше. Наталья. Здравствуйте, я вас слышу. Ага, все слышите, да? Так, Galaxy A50, слышите меня? Так, хорошо. Ну, давайте. В общем, смотрите, технически вроде мы с вами определились. Звук от вас я слышу всех, кроме Galaxy. Ну, тут, по-моему... Так, ну, здесь... У него, возможно, микрофона нету. Тут может быть, да. Может быть, ладно, хорошо. Ну, самое главное, есть звук. То есть, иначе говоря, смысл какой? Я буду говорить слова, допустим, да, вы должны будете повторить у себя, и потом как бы будем учиться еще общаться друг с другом. Потому что самое важное в изучении языка – это все равно говорение. Ну, на мой взгляд, что значит изучить язык или понимать язык, это все равно нужно уметь говорить. Тексты всегда можно найти в интернете. Правила грамматики, они везде есть. Но вот наша основная задача именно не говорением. Давайте я немножко обскажу общую ситуацию с хакасским языком, чтобы мы понимали, о чем вообще речь идет, почему я делаю акцент именно на говорение. Дело в том, что вот за весь период, скажем, если взять 30 лет, ну, скажем, нашего образования, да, системы образования, что получается? Учебники есть, довольно неплохие учебники, есть система даже обучения, она практически выстроена, скажем, ну, для детских садов даже есть уже сейчас материалы, да, ребятишки вроде бы как учатся. В школах есть система обучения, учебники есть нормальные. Для вузов тоже есть учебники есть нормальные. Но сама система, то есть живое говорение, сам хакасский язык, носителей хакасского языка, их становится все меньше и меньше. С чем это связано? Это, конечно, связано с тем, что люди не говорят. Те родители, которые знают хакасский язык, они не практикуют живую хакасскую речь со своими детьми. Это самая основная проблема в сохранении языка. А статус самого языка, то есть развитость языка, допустим, да, он достаточно развит, хакасский язык, чтобы, допустим, позиционировать себя с другими, даже самыми развитыми литературными языками. Да. Ну, допустим, с русским языком, если сравнивать хакасский язык, вот именно как литературное развитие, как художественное развитие, то у нас есть достаточно адекватная работа, которая по значимости равнозначна самым лучшим образцам русской культуры. Ну, например, стихи Баинова, Моисея Баинова и других поэтов, Майнашева, допустим, они очень хорошие. Ну, допустим, мне больше импонирует Баинов, конечно.
Это мировой уровень, мировое исполнение, но другой вопрос, что многие хакасы или даже учителя не вполне доступным образом умеют пояснить это, потому что специалистов, во-первых, мало у нас, да, и понятно, что аналитики у нас тоже мало, и людей, которые занимались бы изучением хакасской культуры, их тоже очень мало, поэтому подача материалов, интерпретация материалов не совсем доступна, многим просто недоступна. В этом смысле литературная хакасская речь, она очень хорошо развита. Но если мы возьмем богатырские сказания, это очень хорошая речь, это высокохудожественная речь. Конечно, непонимание этих ценностей у нас идет от бытовой неразвитости, то есть от языка, который мы потеряли именно в быту. А все отсюда и начинается. Но вот моя попытка, это не может быть, а нужно нам возродить культуру говорения именно дома у себя. Ну вот примерно такая ситуация. Ну вот так, технически, в общем, мы с вами определились. Ну давайте начнем сразу с сегодняшнего дня, с первого занятия, реально говорить. Ну я тут примерно пораспрашивал, что некоторые понимают, некоторые не понимают, допустим, начальный уровень, да. Ну, все равно начнем с самого начала. Ну, начнем реально говорить. Ну, давайте сделаем так. Я буду называть имена, допустим, да, вот, по ритму, допустим, и так далее. А вы будете говорить и отвечать на вопросы, допустим, да, или повторять. Если вы знаете, конечно, это хорошо. Будем дальше быстрее двигаться. Ну, давайте начнем. Изеннер, вы все знаете, да? Изеннер, слышите меня? Изеннер. Давайте мы начнем. Вот, Наталья, с вас. Наталья Изеннер. В ответ вы говорите Изеннер. Изеннер. Евгений. Сергей Изенер. Ага. Редми. Изеннер. Так, и Галакси. Звука, по-моему... Так, вы с телефона Так. Ну, в общем, меня слышно. Вы можете, допустим, если не успеваете как-то отреагировать в телефоне, можете про себя говорить «изеннер». «Изеннер» понятно. Смысл слова «изен» — это «здравствуй», это единственное число, когда один человек к одному, да, к своему равному по возрасту вы говорите «изен», или к младшему по возрасту вы говорите «изен», к старшему обязательно «изеннер». Потому что, как в русском языке, вы же не будете, допустим, к старшему говорить «привет», да, «здравствуйте». Или когда много людей, тоже говорите «изеннер», «изеннер», когда много. Ну, в общем, смысл приветствия вы понимаете. «Изеннер». «Изен», «изеннер». Давайте еще раз, Наталья. «Изеннер». Изеннер. Евгения. Ага, Евгений. Можно уточнить про ударение? Да. Правильно, Изеннер или Изеннер, или нет разницы? А сейчас, по сути, разницы нет, потому что слух не режет. Изеннер или Изеннер. Ну, лучше, конечно, Изеннер все-таки. Изеннер. Если скажете Изеннер, грубой ошибки не будет, потому что, как бы уже, я, честно сказать, тоже привык к Изеннер, да? Изеннер. Изеннер. Ну, с произношением у всех вроде нормально. Так. Дальше. У нас еще идет калькированное приветствие, оно пришло с русского языка. Ну, допустим, доброе утро, добрый день, добрый вечер, допустим, да. И это проговаривается следующим образом. Шаллахай иртеннам. Иртен – это утро. Шаллахай иртеннам. Давайте я сейчас тут пропишу. Шаллахай иртеннам. Это с добрым утром. Подождите, я сейчас тут. Так, шаллахай иртеннам. Шаллахай иртеннам. С добрым утром. Давайте, Наталья, с вас начнем. Шаллахай иртеннам. Шаллахай иртеннам. Евгений, шаллахай иртеннам. Отвечайте также. Шаллахай иртеннам. Шаллахай иртеннам. Вас... Так, еще раз можно? Шаллахай иртенам. Ага, нормально, Редми. Шаллахай иртеннам. Шаллахай иртеннам. Иртеннам. Еще раз. Шаллахай иртеннам. Ага, нормально. Так, Galaxy A50, надо было вам имя прописать. Так, Шаллахай иртеннам. Так, ну, вы можете микрофон подключить? Шаллахай иртеннам. Так, ну хорошо, ладно, вас пока я не слушаю, потом.
Смотрите, обратите внимание на следующее, шалахай. В письме прописывается че. Обычно те, кто не знает языка, они читают чалахай. Но тут не че, а ще. Фрикативное русское ще. Шалахай иртеннам. Вот на это обратите внимание. И дальше последовательно. Шалахай куннам. Это добрый день. Я уже так. Шалахай куннам. Я шалахай не прописал, просто шалахай, дальше куннан прописал. Шалахай куннан, давайте, Наталья, шалахай куннан, это добрый день. Шалахай куннан. Шалахай куннан, Евгений, шалахай куннан. Шалахай куннан. Куннан, куннан, давайте еще раз. Шалахай куннан. Во, куннан, не куннан, там у вас идет да, не а е, куннан. Куннан, там это другое слово, другое значение приобретает. Шалахай куннан, куннан через е. Еще раз давай. Куннан. Во, Шалахай куннан. во, сейчас уже верно. Так, Редми, шалахай куннан. Чалахай кюннен. Шалахай куннан. Еще раз. Чалахай кюннен. Угу. Так, галаксия тоже самое повторяйте. Шалахай куннан. Это добрый день. Шалахай куннан. И вечерний, допустим, добрый вечер. Шалахай ирнан. Ирнан. Ир – это вечер. Шалахай ирнан, Наталья, давайте. Шалахай ирнан. Шалахай ирнан. Ирнан. Надо проговорить. Ирнан. Шалахай ирнан. Ирнан. Шалахай ирнан. Так, Евгений. Шалахай ирнан. Ирнан. И надо будет вытянуть немножко. Ирнан. Если вы скажете шалахай ирнан, да, вы скажете с добрым мужиком получится. А надо ирнан, да. Шалахай ир. Ир – это вечер. Ир – это мужчина. Шалахай ирнан. С добрым мужиком получится. Поэтому шалахай ирнан. И надо вытянуть и ударение поставить на и. Шалахай ирнан. Давайте еще раз. Шалахай ирнан. Во. Теперь лучше так. Редми. Шалахай ирнан. Чалахай ирнен. Во. Ирнан через е. Ирнан. Ирнан. Шалахай ирнан. Чалахай ирнен. Во, ирнан. Ага. И галаксия. Шалахай ирнан. Проговаривайте. Да, вытягивайте и обязательно. Шалахай ирнан. Шалахай ирнан. Так, ну это обычно стандартное приветствие. Они, правда, калькированы, я еще раз говорил. Но лучше всего сказать изеннер. Изеннер это на всех, да, изеннер. Обычно стандартное приветствие. Разнообразие приветствий в хакасском языке приветствия не так широко развито, как, допустим, в других, ну, в английском языке, допустим, да, там очень много каких-то вот приветственных слов. В русском языке может привет, здрасте, вот, ну, здравствуйте. Мы, конечно, редко говорим, да, привет, здрасте, да, но в основном привет. В хакасском языке аналога привет такого как бы нет. Изен обычно. Изен это... Ну, тут еще говорят вот, изенох, да, изен, изенох. Что такое изенох сейчас? Изенох. Вот, изенох. Изенох говорят, когда в случае, когда очень хорошо знакомы, друзья, допустим, да, и у вас такие близкие отношения, тогда вы можете сказать изенох. Это обычно ваш друг, да, равный человек по статусу. Если статусы разные, допустим, вы студент, у вас есть преподаватель, на преподавателя лучше не говорить изенох, лучше сказать изеннер. Это разные статусы. Изенох – это когда мы говорим, вот, ну, совершенно равно. Можем, скажем, младшим по возрасту сказать изенох, да, потому что статус, вы все-таки взрослый человек, да. А уже, скажем, ну, допустим, где-то общественное место, в общем, ситуация такая. Изенох лучше не говорить, потому что это бытовое привет, да. Мы же не приветствуем, вот, скажем, где-то, ну, допустим, в правительстве, изенох там на какого-нибудь такого высокостатусного чиновника, мы скажем, да, здравствуйте, это как-то, да, более приемлемые выражения найдем. И также здесь изенох – это когда вы отвечаете другу. Давайте, Наталья, я скажу, ну, скажем, как будто бы с вами так очень близко знакомы, да, я говорю изеннер, вы говорите изенох тар. Тар, теперь вы понимаете, когда много, или
Или по статусу это человек старшего возраста, предположим. Да, я говорю вам изеннер, вы говорите изенохтер. Наталья изеннер. Изенохтер. Евгений изеннер. Изенохтер. Редми изеннер. Изенохтер. Галаксия изеннер. Изенохтер, да. Ну, в этом смысле как бы изенохтер, оно более нормально, так, более благозвучно, да. Но изен это когда очень близкие друзья. Изен, изенох. Так, это вот такое приветствие. Ну, вот, давайте теперь фразу представление, как меня зовут. Так, как меня зовут. Минен адым сибдей. Минен, сейчас, подождите. Минен адым сибдей. Смотрите, вот мы начинаем знакомиться, да. Минен, что означает минен? Это мне принадлежащее. Мин – это местоимение. Я. Минен – мне принадлежащее. Я сейчас делаю буквальный перевод. Адым – мое имя. От имя, адым – мое имя. Сибдей. Просто запомните эту фразу. Меня зовут Сибдей. Пока мы сегодня на этой фразе остановимся, дальше мы на следующем уроке более подробно будем изучать вот тему знакомства. Пока просто, скажем, ну, произнесем эти фразы. Ну, давайте мы начнем, Наталья, с вас. Минен адым, и говорите свое имя. Минен адым. Наталья. Минен адым Наталья. Да, Евгений. Минен адым Евгений. Редми. Оксана. Минен адым. Еще раз. Миннадом Оксана. Так, ну, Галаксия, там вас не слышно, все равно скажите минен адым. И Елена сейчас подключилась к нам. Елена, говорите минен адым. Слышно, нет меня? Так, по-моему, слышно. Да, так, у вас микрофон подключен. Алло, Елена, слышите, нет нас? Так, ну хорошо. В общем, смотрите, это первая наша фраза. Минен адым Сибдей. Меня зовут Сибдей. В общем, тема... Сегодня наша тема была вокруг того, чтобы освоить техническую часть Zoom. Я сам первый раз пользуюсь для такого широкого общения. Ну и будем понемногу знакомиться, надеюсь. И задача наша... реальное говорение. И теперь смотрите, вот можно будет как домашнее задание. Надо будет, ну и вообще для общих занятий, надо будет найти среди ваших знакомых человека, который очень хорошо знает хакасский язык, и с ним договориться о том, чтобы он с вами общался на хакасском языке. Хотя вот чисто психологически, допустим, я тоже вот с теми людьми, которые не знают хакасского языка, сразу охота перейти на русский язык и как бы, грубо говоря, долго там, ну, не морочиться, да. Но тем не менее попросите их, чтобы они с вами разговаривали на хакасском языке доступным им образом. Вот, допустим, и переспрашивайте у них обязательно какие-то выражения. Если это ввести в привычку, в постоянную привычку, тогда вот, вы быстрее будете обучаться языку. В данном случае вот цель вот этих вот курсов дистанционного обучения, конечно, это больше всего мотивация к самостоятельной работе на самом деле, потому что 30 минут, допустим, то время, которое мы будем проводить в интернете, конечно, его недостаточно для такого полного освоения или глубокого усвоения языка, ну, любого языка. Но эти занятия, я надеюсь, будут придавать вам какую-то мотивацию для самостоятельного дальнейшего изучения. Вот еще раз говорю, найдите один или несколько человек, которые бы к вам отнеслись с пониманием того, что вы изучаете речь, допустим, и постоянно у них консультируетесь. Ну и давайте вот я вам теперь смотрите по общей технической части. Ну, в Zoom понятно, теперь мы научились входить, да, вот в эту систему, теперь вы знаете, и я тоже тут учусь. Теперь на Facebook есть специальная страница, и это видео я выложу именно туда. Вот эти вот фразы потом можно будет повторить там, уже прослушивая уроки. Это на Facebook страница называется, ну, я, в общем,
дам еще раз ссылки на эту страницу. Я им давал, я эти ссылки давал. Специальная страница. Думаю, наверное, придется в Одноклассниках и ВКонтакте открывать отдельные страницы и там уже выкладывать. Наверное, я это сделаю. Но пока у меня только на Facebook страница. Дальше. Вот это же видео я буду обязательно выкладывать на YouTube. Там есть у меня отдельный канал Хакасский язык плюс. Хакасский язык плюс. И обязательно посмотрите. Сейчас, знаете, подождите, я сейчас включу демонстрацию экрана. Сейчас, подождите. Сейчас, подождите. Так, если вы видите мой экран, скажите, что да, вижу YouTube. Там можете... Я вижу. Все, YouTube видите, да. Вот, вот этот канал называется Хакасский язык плюс. В YouTube заходите, его находите, и там найдете Хакасский язык плюс. Там есть плейлист. Вот он также он назван Хакасский язык онлайн для начинающих. И в прошлом году я вел эти занятия, но этот плейлист, он в общем доступе. Но среди других видео вы найдете здесь, сейчас подождите, я найду это занятие, где я проговаривал базовое, так, да, вот. Он прямо здесь на основной странице, вот обратите внимание на это видео, его посмотрите, пожалуйста, обязательно, там где-то 8 минут, 9 минут. Там я поясняю основной смысл хакасского языка, основную логику языка. В общем, вы познакомитесь с понятием агглютинативный язык, законы сингармонизма, ну, увидите. Это базовые фундаментальные правила, которые вам всегда пригодятся в любом случае, не только для изучения хакасского языка, но и для всех тюркских языков, там все то же самое. То есть базовые правила одни и те же. Вот это я хотел сказать. Так, ну и вот на Facebook вот эта группа есть, уроки хакасского языка. Я здесь буду размещать материалы пока. Ну, думаю, что, наверное, в остальных социальных сетях тоже, наверное, сделаю соответствующую страницу или группу, где можно будет потом просматривать материалы, которые мы сейчас тут имеем. Да. Так, ну, в общем, вот это я хотел сказать. Вопросы есть? Может быть, замечания какие-то? Тоже выслушаю с удовольствием. Так, ну давайте, Наталья, может быть, да, на вопросы какие-нибудь есть, замечания, может быть, какие-то рекомендации? Ну, пока нет у меня никаких замечаний, вопросов пока непонятно, но хорошая идея, мне очень нравится, что есть с кем поговорить. Так, вот, и какие-то, ну, и задать вопросы, может, они сформируются со временем. Да, я надеюсь, что они будут, наверное, да, так, Евгений. Я тоже присоединяюсь к словам Натальи, что действительно удобно будет в формате Zoom общаться, поэтому, ну, дальше видно будет, какие рекомендации, пока все хорошо. Ожидаем следующих уроков. Хорошо, ладно, спасибо. Так, Redmi, если есть какие-то вопросы, может быть, по ходу занятия даже. По ходу занятия нету, но вот лично меня касающиеся вопросы — это произношение, как в иностранке, и какой-то психологический барьер, что ли, в говорении именно. Ну вот мы, надеюсь, будем преодолевать психологический барьер вот таким образом, как я сегодня пытался делать. Допустим, я какие-то слова произношу, вы в ответ произносите, да, говорите. Я буду делать кое-какие замечания, конечно. Вот по произношению. Там я, допустим, следую преподавателям, которые говорят примерно так. Ну, по крайней мере, об этом говорит известный Дмитрий Петров, которого, может быть, вы знаете, полиглот. Он примерно говорит следующее. Конечно, вот чисто хорошо говорить на многих языках почти невозможно. Ну, акцент он всегда будет. Над акцентом, конечно, как бы можно работать, но это не та задача. Основная задача — понять логику языка и правильно грамматически выстроить речь. Вот я, допустим, сам тоже иногда слушаю уроки, ну, допустим, китаянки, да, произношение понятно, сразу видно, но у нее очень правильно выстроена именно грамматическая речь.
И при том, что у человека есть акцент, китайский акцент или английский акцент, но человек, если правильно строит речь, то этого уже достаточно для того, чтобы потом не комплексовать. Акцент, он не должен быть комплексом. А правильное говорение, оно может быть только исходить из практики. Вот, допустим, я вам говорю, да, как я пытаюсь пояснять, но смысл, скажем, из-за ног вы можете сказать только очень близкому человеку, да, и это должно быть усвоено. Ну, не путать, допустим, да. Вот эти вот правила можно будет повторить, но я тут немножко мы сейчас пересиживаем, ну, для начала ничего нормально, но 30 минут, возможно, это даже многовато будет. Для чего? Для повторения. Дело в том, что вот я сам лично, конечно, вот 30 минут, честно сказать, долго слушать про язык. 10 минут, в принципе, этого достаточно, если это уроки обучения, конечно, да. Но в нашем случае, конечно, это практика. То есть мы пытаемся учиться говорить, но если у вас есть в близком кругу или в близком общении кто-то знает реально хакасский язык живой, да, вы попросите этого человека с вами говорить и разговаривать на хакасском языке. Какие-то простые фразы. А вы переспрашиваете, обязательно переспрашивайте. И не смотрите, на каком диалекте он говорит. Это в данном случае пока не важно. Может быть, сагайский диалект, может быть, это кызыльский диалект, кто-то из ваших знакомых, да. Может быть, это качинский диалект или шорский. Просто практикуйте речь. А логика языка, она и там, везде она одинаковая. Конечно, есть акценты в произношении. Сейчас в хакасском языке большей частью, конечно, говорят сагайцы. Ну, в общем, сагайский диалект и качинский. Кызыльцы, к сожалению, то есть их очень мало. У нас в Абакане только двое, которых я хорошо знаю. Это семья Тюндишевых и Курбежекова Альбина Васильевна, от которых я слышал чистую, хорошую кызыльскую речь, кызыльский акцент. Ну, вот остальные, к сожалению, вот я больше никого не знаю. Ну, а качинско-сагайские акценты или диалекты, они сейчас работают вот, в живой хакасской речи. Вот эти два диалекта в основном. Есть шорский диалект, тоже у меня есть одна знакомая хорошая. Я всегда ее прошу, говорю, Галина, вот так, как ты говоришь, не надо подстраиваться под литературный хакасский язык, не надо этого делать, потому что диалект это все равно, это богатство речи. Ну, я как бы за это. Ну, спасибо вам за внимание, что пришли. Надеюсь, что завтра мы также встретимся в 8 часов. Технически вроде мы уже освоились, да. Ну и если у вас есть знакомые, допустим, кто хотел бы присоединиться к нам, присоединяйтесь, и я с удовольствием буду общаться с вами. Но вроде бы, если нет вопросов, давайте мы сегодня закончим. Я это видео выставлю в YouTube, вы можете потом просмотреть еще раз, и также вот в группу, где я говорил, но в первую очередь выставлю на Facebook. Ну, в социальных сетях тоже повторю, наверное. Чем алгыс болзын, спасибо, Анум Жоктар. Мы в следующий раз, на следующем уроке вот эти фразы проговорим. Че, Анум Жоктар, я сейчас отключаюсь. Чего, Анум Жоктар? До свидания. Улухалыс, Анам Жоқтар. Че.